Як за один дзень атрымалася сабраць грошы на 100 дронаў для палка Каліноўскага? Як з цягам вайны ва ўкраіне мяняецца стаўленне да Беларусі, да беларусаў і да Лукашэнкі? Пра гэта ды іншае мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І наш гость сёння украінскі відэаблогер Александр Рыкаў, больш вядомы як Балаганов. Ад 20-го года ён робіць шмат контенту пра Беларусь. Дзякую вам, спадар Балаганов, спадар Рыкаў, як вас лепш называць, за тое, што знайшлі час. Как вам комфортней? Я привык уже к разным вариантам. Я пачну з трагічнай навіны. На жаль, яны амаль кожны дзень прыходзяць. Сёння расійскія войскі абстралялі іскандерамі Чарнігаў, загінулі, паведамляецца, як найменей 13 чалавек і як мінімум 60 параненыя. Але ў Беларусі дагэтуль многія людзі вераць, што расійскія войскі нібыта не страляюць па мірных гарадах, не забіваюць цывільных, што яны там мецяць у нейкія выключна вайсковыя аб'екты і вядуць такую справядлівую вайну. Як вы думаеце, можна неяк дагрукацца да гэтых людзей? Як іх пераканаць? Нет, те люди, которые за 2 года до сих пор не поняли на белое-белое, на черное-черное, мне кажется, это уже бесполезно. У них в голове сидит Соловьев, Киселев, и его оттуда не выбить. Мне кажется, это уже бесполезно. А як вы думаеце, гэта пытанне доступу да інфармацыі? Ці, можа быць, яны проста не маюць іншых крыніцаў інфармацыі, мы кепска да іх там спрабуем дайсці, ці ўсё ж такі гэтыя людзі, нават калі будуць мець доступ да іншай інфармацыі, все роўна не памяняюць свайго меркавання? Они же ее имеют, но для них им так хорошо верить, что это все Запад виноват. Они воюют вообще напрямую с Америкой, они стирают Украину, а оказывается, это они делают плохо Вашингтону, там, Берлину и Парижу. Им так комфортно, они чувствуют себя великими. Я живу в говне, но я велик. Им так хочется жить. То, что по телевизору рассказывается, они иногда, может быть, даже подозревают, что там врут. Но им хочется верить, потому что им так комфортно, что они великие. В принципе, соцопросы и показывают, что их уровень там за 10 лет величия России вырос там в 5 раз. Они теперь, ведя горячую войну, убивая обычных жителей Украины, они, оказывается, теперь великие. А в Беларусі все ж таки вялікасць, гэта такое веліч, так бы мовіць, расійская, она не настолькі папулярная, але все роўна многія людзі, ім просто зручней верыць. Як вы думаеце, чаму беларусам многім зручней верыць, што война России некая там справедливая? Нет, они, во-первых, слава богу, этот процент людей в Беларуси, я думаю, в 4 раза минимум меньше, чем в Путиностане. Но они подвержены, они же смотрят тот же телевизор. Все они, они одинаковые. Я не знаю, патриоты, зомби, там недавно я у себя публиковал, они, оказывается, нападают на Украину, потому что Финляндия уже расчертила карты, как она будет забирать Архангельскую область, Коми и тому подобное. Чем страшнее им вливают дичь, тем они быстрее и радостнее в нее верят. У панядзелак вы абвясцілі збор на 100 дронаў для палка Каліноўскага. І атрымалася так, што фактычна за адзін дзень все гэтыя грошы былі сабраныя. Раскажыце, калі ласка, як так адбылося? Спонтанно, дружно, вместе с белорусами, не знаю, как сказать, самоорганизация была на высшем уровне, это все получилось случайно. Мы им собираем регулярно сборы для помощи полка. Тут в одном из эфиров я сказал, почему мы собираем по 5-7 дронов. Неужели за 3 года войны белорусы не могут объединиться и показать, что есть один общий враг? И это ж вы собираете для того, чтобы выживали ваши белорусы, которые воюют плечом к плечу к ВСУ. Эмоционально записал. С утра мне достаточно большое количество белорусов написало: давайте делать, мы это сделаем. Я, пообщавшись со всеми спикерами, блогерами, журналистами, говорю, если я такую идею попробую реализовать, вы поддержите? Все сказали, поддержим. Мы за выходные это так в прямом эфире, по сути дела, моего YouTube-канала решили. В понедельник объявили сбор.
что мы будем собирать неделю целую. Главное условие было, чтобы никто из внутри Беларуси не делал донатов, потому что там сразу либо могут арестовать, либо КГБ начнет делать провокационные задержания и рассказывать, что вот мы задержали всех, кто помогает полку Калиновского, потому что для них это очень сильнейший раздражитель, они его просто боятся. И белорусы, которые выехали из страны, ну и Украина, и другие там европейцы присоединились, и мы вместо недели собрали меньше, чем за 24 часа. Это было для всех приятной неожиданностью и шоком. А наколькі для вас гэта была сапраўды нечаканасць і шок? Ці вы ўсё ж таки на нешта такое Не, разлічвалі? ну это же шок радостный, что мы сделали хорошее дело, что мы фронт усилим 100 беспилотниками. Это, кроме того, что спасает жизни белорусов, это же будет спасать и жизни солдат Украины, ВСУ, потому что кто-то стоит слева, кто-то справа, у них общий фронт. Поэтому у меня эмоционально радостно было, лично как у блогера, потому что мы это постоянно, без перерыва собираем для разных бригад ВСУ, для разных спецподразделений, но такого большого сбора, ну, по сути дела, там, в 15 раз больше, чем обычно, мы никогда не объявляли, и я верил, что у нас все получится, ну, конечно, чтобы получилось не за неделю, а за один день, это я благодарен всем белорусам, кто принял участие, потому что я и назвал этот же сбор белорусам от белорусов. То есть было много там креативных названий, мне подписчики писали, как они это видят, но я посчитал, что это будет самым правильным, и расставлены четкие акценты, что это белорусы помогают своим добровольцам, которые являются такими же героями, рискуют жизнью, стоят на фронте в самых горячих местах, за что всем добровольцам белорусским низкий поклон и огромная благодарность гражданским белорусам, которые смогли уделить несколько минут и сделать перевод на помощь на дроны для полка Калиновского. Сярод саміх беларусаў часам ось ёсць такія стэрэатыпы, што мы, маўляў, разрозненыя, што заўсёды, як толькі збіраюцца там два беларусы, тры партыі, пачынаюцца сваркі. Вы, як чалавек, які глядзіць на гэта троху збоку, маглі б неяк выказацца наконт гэтых стэрэатыпаў? Ці маюць яны нейкае рацыянальнае зерня, рацыянальны падмурак, ці гэта не так зусім? Нет, ну, там, где существуют хоть какие-то демократические, скажем, назовем силы, партии, всегда будут разногласия, потому что это демократия, это нормальный процесс. Там, где диктатура, там все жестко, иерархия, и попробуй что-то сказать влево-вправо. А тут просто в этой ситуации гораздо легко работать и спецслужбам диктатора Лукашенко, потому что где-то надо подлить масло в огонь, это делается очень просто, на того чуть-чуть пожурить, того чуть-чуть пожурить, потом зайти в один чат. Я условно говорю, из 2 аккаунтов начать ругаться, кто-то начинает принимать сторону, ну, кто-то за левых, кто-то за правых, ругань. Ну и эти, скажем, ругань не очень легко поддерживать в интернете, что у спецслужб очень сильно получается. Не, ну, плюс есть какие-то общие разногласия, ну, без этого никуда. Кто-то говорит, что надо более жестко вести себя диктатором, кто-то говорит, надо идти в лайт-версии какой-то, пытаться еще найти какие-то компромиссы. Вот. Но мы с теми, кто с диктатором готов сражаться. А якая цяпер будзе працэдура? Наколькі хутка атрымаецца набыць гэтыя дроны і наколькі хутка яны трапяць у полк Калиновского? Ну, сейчас они общаются с несколькими производителями, кого я знал, куда на ВСУ поставляли дроны, дал все контакты всех главных инженеров, потому что война меняется быстро, и там частоты надо менять каждый месяц, рэбы, ну, антидроновая же борьба тоже достаточно серьезная. Они определяются с конфигурацией, которую надо им сейчас на данную точку отчета, под них персонально, грубо говоря, будут делать те дроны, которые им нужны сейчас. Ну, мы-то постараемся сделать все максимально быстро, потому что еще сейчас вот мы сегодня занимались, должен быть, я сказал, чтобы было все официально, это стало на баланс части, к которой приписан полк Калиновского, поэтому будет официальный трехсторонний договор, часть, производитель, я как физическое лицо.
чтобы ни у кого не было никаких вопросов, и дроны уйдут сразу же на фронт. Вы уже рассказывали гэтую гісторыю і не раз, але я все роўна запытаюся, як вы зацікавіліся ўвогуле Беларусю, беларускімі справамі і пачалі рабіць беларускі контент? Было совершенно случайно, в преддверии выборов я вел свой бизнес-канал, интервью с предпринимателями Украины, и записывал какие-то, назовем так, шуточные видео. И также в 2020 году я начал записывать еще пару видео до выборов, как там кого-то задерживают, какие-то придумывают сказки, чтобы человека арестовать. Ну, арестовывали желающих хотя бы побороться за президентский пост. Их просто по беспределу арестовывали, я пару видео выпустил. А потом люди, белорусы, начали публиковать до выборов акты и уже готовые, условно говоря, протоколы, где рассказывали, за кого сколько надо вписывать. Что Лука 500, кто-то 100 голосов, кто-то 17. И я видел, что Беларусь бурлит. И я просто записал второе видео про Беларусь. Завтра в Беларуси что-то будет, люди не согласятся. Но оно так произошло, и потом я начал освещать. Ну, это как-то затянулось на 4 года. А у вас была спакуса неяк адысці ад гэтай тэмы, калі пратэсты заціхлі, калі стала зразумела, што рэжым Лукашэнкі Ну, я утрымаўся? сначала, конечно, я уже несколько раз хотел, но первый раз меня сами белорусы попросили, написали огромное количество писем, что, Саш, ты же видишь, у нас всех блогеров посадили, они все находятся в тюрьме. Не бросай нас, продолжай освещать. Ну, я продолжал. Потом в каком-то эфире я сказал, что ну, я с вами буду до победы. Ну, победа немножко затянулась. А теперь, когда очень много людей, у которых я брал интервью, теперь находятся добровольцами на фронте у нас, то у нас, скажем, с этими людьми, где у нас совпадает очень сильное мировоззрение, уже очень много общего. И враги, по сути дела, у нас одинаковые, что у белорусов, что у нас, поэтому мы продолжаем заниматься темой Беларуси с акцентом на войну, на диктаторов. В принципе, ничего не поменялось. Что я белорусам с 2020 года объяснял, что произошло на самом деле с 2014 года, показывал им кадры, что зашли регулярные войска. То, что вам рассказывают добровольцы, это вам рассказывают пропаганда, сказки. Ну и сами белорусы мне откровенно писали в 2020 году, расскажи, что у вас там произошло на Донбассе. Мы же жили в ауре российской пропаганды, и нам это в мозги вливали. И я начал показывать видео откровенные боев с регулярными войсками. Ну и плюс люди в 2020 году прозрели от Путина, когда их точно так же, как и жители Украины, которые вышли на Майдан, начали рассказывать, что они все наркоманы, что они все проститутки, что они все, кто вышли, алкоголики. Ну и люди увидели очень большие параллели и поняли, как, оказывается, работает режим диктаторов и как он может через телевизор врать. И там белорусы, конечно, удивились, прозрели. Ну и все, и теперь мы с ними вместе. Калі Расія ў лютым 22 года пачала маштабную вайну і непазбежна пагоршылася стаўленне ва ўкраіне да беларусаў проста таму, што праз тэрыторыю Беларусі заходзілі расійскія войскі, таму што з тэрыторыі Беларусі на пачатку вяліся абстрэлы. Вы тады сутыкнуліся з нейкай крытыкай, магчыма, з нейкімі наездамі ў свой адрас з боку украінскага грамадства? Это не громадство, я от друзей даже столкнулся. Все друзья от меня поотписывали, сказали, Саня, мы же тебя любим, но новости про Беларусь мы физически не переносим, мы смотреть не будем. Ну, спустя год войны, когда уже пол Калиновского, белорусские добровольцы в разных подразделениях, спецподразделениях, и видно, что не все белорусы зетники, а их нормальных гораздо больше, то, в принципе, сейчас у меня все друзья вернулись, все подписчики с Украины вернулись и следят точно так же за повесткой, что происходит с белорусами. То бок, ці можна сказаць, што стаўленне да беларусаў спачатку рэзка пагоршылася, а потым все ж таки за апошні год яно троху палепшылася, выровнялася? Ну, в моем окружении, глобально в стране я не могу сказать. Чем
больше люди будут узнавать про полк Калиновского и про других белорусских добровольцев, тем, понятно, будет улучшаться отношения. Но по последним аналитическим замерам, которые у нас публиковали, я даже белорусам честно их показывал, то порядка 80% населения Украины относится к Беларуси точно так же, как к России, грубо говоря. Это достаточно плохая цифра, вот, но так как есть. Зваротны бок гэтага медаля тое, што да 20-го году да 22-го году да пачатку вось гэтай маштабнай вайны да Лукашэнкі ва ўкраіне ставіліся дастаткова добра і па ўсіх апытаннях ён быў адзін з самых папулярных замежных палітыкаў, потым зразумела гэта абрынулася. Але Лукашенко дагэтуль спрабуе граць вось гэтую ролю, што я, маўляў, не дапусціў уцягвання беларускага войска ў вайну, што я не дапусціў вайны, пры тым, што з беларускай тэрыторыі вяліся абстрэлы і праз беларускую тэрыторыю ішлі расійскія танкі. На вашу думку, ці ёсць шанец, што ён здолее назад там пераканаць нейкую частку украінскага грамадства, што ён не вінаваты і што ён дбаў пра нейкія там... Украинского нет, а вот как он будет торговаться с Западом и с Европой, что я ж тут, видите, удержал кусочек земли, где нет войны, и только на меня можете рассчитывать. Вот тут я очень осторожен, потому что, ну, не знаю, у вас таких слов нельзя говорить в эфире. В общем, он политический, ну, не знаю, политическое животное, которое очень умеет вот так вот плавать, лавировать, и у него это получается. Он, когда надо, и Путина аккуратно подставит, а когда надо, выходит, как его громкоговоритель озвучивает то, что Путин не может публично озвучить. И поет вроде как в его дудку. Но сам он прекрасно понимает, от кого ему надо защищаться в случае чего. Не от стран Запада, а от того же соседа, который может сказать, ну все, это уже наша губерния, мы финансы под контроль взяли, вся торговля от нас зависит на 80%. Ну, такое произошло экономическое поглощение, потом просто можно поменять губернатора, привезти с Крыма Аксенова, грубо говоря, и тут скажет, это наша новая губерния. А на вашу думку, Лукашенко можа яшчэ нешта этаму супрацьпаставіць, калі яго захочуць памяняць на іншую марыянетку, на іншага там расійскага губернатара умоўнага? Продает себя во все стороны, поэтому как-то ж, видите, до сих пор держится, потому что такое нужен, какой-то еще голос в мире, что не просто губернатор Чечни, грубо говоря, что-то заявил на весь мир, а тут отдельное государство вроде как бы поддерживает Россию, объясняет, как они видят дальнейший мир. Поэтому в этом плане он ему еще, наверное, нужен, именно как громкоговоритель. Вы рассказывали, что вас некалі запрашалі ў Беларусь небезвядомы Васкрасенскі, былы апазіцыянер, які потым пасля вызвалення з турмы стаў падтрымліваць рэжым Лукашэнкі. Раскажыце, калі ласка, як гэта было тады і ці былі пазней такія сігналы? Это было за 2 недели до войны. Нет, это было очень культурно, вежливо. Они на самом деле не понимали, зачем мне, они ж, наверное, про меня уже все узнали, зачем я веду такой YouTube-канал с Украины, только про Беларусь уже акцент 100%. И они меня просто звали в гости с такими искренними письмами, что вы просто не знаете Беларусь, мы вам покажем абсолютно все, вы проедете, посмотрите. Ну, понятна моя реакция, вы хотите меня там в заложники взять. Вот. Я же знаю ваше отношение ко мне. Ну, и потом еще пару писем, и потом началась война, и все. То есть они меня уговаривали приехать, даже чтобы я отправил своих знакомых журналистов, если есть с Украины, они всем все покажут, все расскажут. А калі вы говорите яны, они, это кто, акрамя Воскресенскага? Ну, я считаю, что это не его единоличная инициатива, потому что в письме мы дадим гарантии безопасности там, высшего руководства страны. А на вашу думку, тыя людзі, якія вас запрашалі, яны ведалі на той момант, што праз 2 тыдні пачнецца вайна? Не, я думаю, что нет. Ці яны самі былі не падрыхтаваныя да гэтага? Не. Ну, это ж пропагандисты. Я не думаю, что пропагандисты знают, что через 2 недели война. Они искренне доказывали, что Запад всех пугает. Это все блеф. Еще ж там за пару дней
Песков кричал: вы что, сумасшедшие, да какая война, да как мы пойдем на Украину, ну вы больные все на голову, что там Байден несет. А ровно через 3 дня, хоп, и надо резко перебываться и рассказывать. Это все правильно, мы идем освобождать, нас встречают с цветами, с хлебом, с солью. А потом через неделю надо рассказывать уже по-другому. Нет цветов, нет соли, нет хлеба, а есть бутылки с зажигательной смесью и партизанская война на первом этапе. Со всех сторон маленькие группы выскакивают и жгут технику. Пасля таго, як вось гэтая першапачатковая атака, першапачатковы маштабны наступ праваліўся і атрымалася ў Украіны вызваліць значную частку сваіх тэрыторый, тады існаваў нейкі аптымізм, што атрымаецца правесці паспяховы контрнаступ. Цяпер, калі з'явіліся вялікія праблемы з заходняй падтрымкай, збройнай падтрымкай, што ў Штатах не могуць дамовіцца ў Кангрэсе, наколькі гэта мяняе настроі украінскага грамадства? Но он его меняет в отношении Запада и западных топ-политиков. И люди начинают задумываться и понимать, что Украина, кроме как на себя, по большому счету, ей не на кого рассчитывать. Потому что все могут говорить, как обычно. У нас же самое популярное слово после того, как произошла аннексия Крыма, это высказали озабоченность. Потом Донецк, Иловайский котел, ну, все высказывают озабоченность. И вот сейчас, в принципе, мы это видим только уже в масштабах огромной европейской горячей войны, когда высказывают озабоченность. Да, чуть-чуть дают оружие, но так, чтобы фронт не провалился, но так, чтобы мы могли и наши воины себя чувствовать достаточно нормально и иметь боеприпасы, этого нет уже полгода. И вот полгода все это затягивается разговорами о политике, о каких-то коридорах, а мы должны то для... Ну, условно, внутренние какие-то условия все друг другу выставляют. А в Украине люди гибнут сегодня. Вот вы сами начали эфир в Чернигове, в больницу прилетело, там есть страшные кадры, где дедушка от ракетных обстрелов упал, потом с пола снимает, второй прилет ракеты, и он в конце видео говорит: вот это пришел я зонт глотнуть. И много погибших, и большая беда, еще и дети гибнут маленькие. І скажіться, ось як на вашу думку, ці може Україна неяк паўплываць на тое, што адбываецца цяпер у Еўропе і ў Злучаных Штатах, і наколькі ввогуле вялікая небяспека, на вашу думку, што Украіна застанецца без амерыканскай падтрымкі, калі прыйдзе Трамп, напрыклад? Ну, знаете, в плохое не хочется верить, но судя по тому, как все идет, все может быть. Вчера же, выступая, президент Зеленский западной аудитории четко сказал: западные политики очень боятся, что Россия проиграет, что же тогда будет, будет неконтролированное ядерное оружие. Он им объясняет: а вы сейчас это ядерное оружие контролируете, если вас им шантажируют. То есть никто не переживает, что в Украине беда, переживает, чтобы Украина не победила. Что же будет с бедным фашизмом и диктатурой там? Вдруг она рассыпется на 3 части. Как же нам себя вести? Но могут дождаться просто того, что им придется вести горячую войну, и тогда у них будут совершенно другие взгляды. Вот пока у них в голове это не произойдет, все достаточно сложно. Но я-то вижу, что наш президент, глава иностранных дел, руководитель, они уже достаточно громко, откровенно высказываются в адрес Запада. Дякую вам вялікі за гэтую гутарку. Вам спасибо, что пригласили. Всего доброго. Я нагадаю, з намі быў украінскі відэаблогер Александр Рыкаў, больш вядомы як Балаганов. Вы глядзелі праграму «Пік свабоды». З вами быў Алексей Знаткевич. Не губляйце свабоды.